Да, наступили у Халтарова тяжелые времена, короче. Ух, господи, что-то у меня с волосами непорядок. Так, ну что, давайте, дорогие друзья, поговорим о чем-нибудь сейчас, ё-моё. Насколько у меня батарейки хватит, короче, потом. Ну и вот сегодня как раз, кстати, получил информацию по поводу, помните, вот этот, ну, волонтер фонда-то, короче. Я говорю, что-то немножко непонятное. Ну зачем мигрировать при таких ситуациях? Так. Ну и вот людям, которые там купились на вот эту пропаганду, короче, от людишек, от этих, от вот этой, от так называемого ФСБ, о том, что они вместе с навальнянками, кстати, навальнятами, они же тоже примерно в унисон, короче, верещали по поводу того, что, ну вот, типа, вот, давайте от мобилизации, типа, и они как будто бы смогут их отбить, ну, как бы политическое убежище дать и так далее. Но я не знаю, по какой причине именно бегство от мобилизации не является каким-то актом политическим. Может быть, это, ну, когда, значит, просто готовились к принятию вот этой всеобщей декларации прав человека, видимо, ну, договорились о том, что как бы мобилизация, это мобилизация, ты как бы можешь сесть в Рашке, да, или там в США, например. Там же очень сильная была такая кампания, когда во Вьетнам не хотели идти, хотя там, там же не было в том виде срочной службы, когда всех там гребли и всех отправляли в Вьетнам. Там была простая ситуация, там разыгрывались какие-то определенные номера, в какие там дни недели ты рождаешься, и то и не всех брали особенно. Ну, конечно, там попадали вот эти группы афроамериканцев, там еще всяких прочих, значит, которые как будто бы там, ну, выдумали такую сферу, что вот эти белые офицеры их там куда-то отправляют, там, убивать там вьетнамцев и так далее. Ну, это больше там, это, ну, конечно, социалистическая пропаганда была, вот это вакизм, это пробуждение, что ну, афроамериканцы должны пробудиться. И тогда это, ну, действительно реальность была такова, что Америка была сильно расистской страной, и до сих пор там, ну, в те времена оставалось большое количество этих офицеров расистов. Естественно, такое могло быть. Ну, а что вот, например, эти же всякие либеральные русские фонды же не исследуют, например, и не пишут в своих там докладах по поводу вот, действующей российской армии. Потому что там реально нацизм, да, когда конкретно формируется, значит, подразделение, состоящее из представителей национальных меньшинств. Ну, по этому поводу, там, помните, видео-то были всякие шутки, там, где там какой-то бурят или якут сидел, там, говорит, вот это бурят, это якут, типа, короче, это там 385-й там Нанаец, короче, еще, ну, это такие вот эти шутки, короче, а говорит, ну, типа, где, мол, русские, типа, чтобы воевать? А их же специально подготовили для того, чтобы утилизировать. Вонюшки, офицеры, русские офицеры, нацисты. И вы не увидите ни одного исследования со стороны хороших русских о том, что в русской армии выпистовывается нацизм. Где создаются такие условия, когда инородцу, так скажем, не вырасти, не стать офицером. Если он вырастает, то он превращается вот в хронического алкоголика. Значит, яркий пример, он там один блогер, который постоянно там всякие алкостримы устраивает, там, ведет себя неподобающе, так скажем, да. Ну вот, и поэтому естественно, что вот это бегство, так скажем, от мобилизации, оно для американских судей и, в общем-то, и для Германии то же самое. Они же перестали выдавать гуманитарные визы. Ну, конечно, я думаю, что по другим причинам абсолютно. Не из-за того, что там толпа, значит, людей, избежавших мобилизации, там требует эти гуманитарные визы. Там это из-за того, что, конечно, просочилась вот эта вся хорошая русская, так скажем, мразь в Германию, и они все там быстренько на бюргергельд упали, короче, на всякие вот такие, ну, особенно не хотят там свергать путинский режим и так далее. И немцы тоже, конечно, обеспокоены своей собственной безопасностью. А кого мы туда пускаем?
Вот алименщиков всяких там, знаешь, там двоеженцев, например, да, вот эту всю мразь, которая туда просочилась в Германию, прыгнула там на немецкий велфер, чего в Америке нет. И в этом отношении я, конечно, вот сейчас сегодня подписался специально на твиттер-аккаунт вот этого американского агентства, которое занимается мигрантами. Ну и там действительно по ламброзу прям, то есть показывают, кого они выдворяют за пределы Соединенных Штатов Америки. И там огромное количество, значит, осужденных в США в том числе за там педофилию, за нанесение телесных повреждений там и так далее. То есть, причем там даже есть такие персонажи, мигранты, которые были осуждены там, например, где-то в странах Латинской Америки, да, ну, в своих родных странах за убийство в том числе. И в этом-то, конечно, проблематика есть огромная, о том, что я, в общем-то, склонен доверять американским властям, о том, что они высылают в том числе представителей организованных преступных групп. И поскольку мафия, вот, ну, даже итало-американская мафия, она же говорят, что, ну, это же не классические бандиты из клана Сопрано, который не пойми чем занимается. Он говорит, современная итальянская мафия — это высокообразованные люди, которые работают врачами, которые работают там адвокатами, которые занимаются, так скажем, высокоинтеллектуальным бизнесом каким-то и так далее. То есть это не вот эти классические такие кабанчики, которые там ходят и с кого-то деньги вышибают. Да? Таких уже нету практически в итало-американской мафии. Это все высокообразованные люди, но объединенные единой идеей, законом Омерта и так далее. И вот бурятам-то этого как раз не хватает там, чтобы управлять в Бурятии. Не хватает как раз вот этих религиозных, так скажем, традиций. То есть, если бы Хамбулама, например, выдумал какое-нибудь правило Омерты, ну, замаскировал бы его под бурятско-буддийское что-нибудь и сказал, а давайте-ка сформируем сейчас, значит, бурятскую мафиозную структуру, короче, язык бурятский, участвовать в мафиозных структурах могут только этнические буряты, без всяких там вонюшек, полувонюшек там и так далее. У нас есть тоже волонтер, значит, нашего фонда, так скажем, можно так сказать. Ну, это шутка, конечно. Человек гораздо больше волонтер, но его прям очень сильно вот этот вопрос интересует, там, с этими, с балдыновыми сновами, там, короче, там, с различного рода такими персонажами, которые, ну, там, скажем, ну, как вот сегодня выяснилось, что вот этот волонтер ФСБ, значит, Виктор Муриханов, а у него жена, а у него семья-то интернациональная. Ну, я, конечно, в это белье не хочу лезть, но у чувака автоматически отпадает кейс по расе. То бишь, ну как он может, вот, ну да, ну там, может, какие-то преследования были, вражки там и так далее. А они смотрят, а у тебя жена-то вроде как не это, как его. Ну, правда, прямого соответствия нет. Его, конечно, могли колотить и бить, потому что, ну, у него рожа азиатская. Но ни один правозащитный фонд не напишет, что вот вы знаете, ну, это то же самое, как с этими же, с дурочками-то. Там Юрка-то Хазагаева вроде как такие-то там прям пишет, вот ее там унижали в школе там за ее бурятскую рожу, там все прочее. Ну, я такой, ну, написал, я говорю, Бурятия для бурят, типа. Она мне пишет, я вам не подхожу. Я говорю, а почему ты не подходишь? Я говорю, ну, у меня муж русский, дети русские. Ну, это вот вообще классическая такая балдыновщина, короче. Я говорю, а как, ну, ты, будучи буряткой, да, во-первых, после таких, говорю, издевательств в школе выбрала Ванюшку себе, удобного. Ну, я понимаю, почему выбрала. Ну, потому что он под каблучок сразу залез, короче. Ванюшки, они любят это дело. Степашей с Чехией там и так далее. Ну, он залез под каблук, видать, сразу. Ну, и этот сообразила, не глупая баба, короче, Юлька-то Хазагаева. Что под каблучком-то он у нее плотно сидит там, короче. Но самое главное, что она своих детей как бурят не воспитала. Потому что я дальше написал, ну что ты, Юля, говорю, ну, ты, наверное, своего мужа и своих детей это за независимость Бурятии это заставишь воевать. И нет, а я говорю, а зачем тогда вот на эту тему раздражаться вообще? Ну, то есть вот со всех сторон обложена вонюшками, воспитала вонюшек
И вдруг внезапно, короче, а я потом понимаю, ну бабки есть, то есть нужно было какой-то определенную вот эту нишу занять, короче, ну, отобрать у Халтарова, так скажем, зрителей. Потому что, мало ли, ну, гораздо проще вот такое вот что-то слушать, там, что там, с чем каждый буритосина где-то сталкивался и так далее, но ни разу не боролся с этим, да. Ну, вот просто раздражение там и так далее, что там, что, ну, это вот, типа, это же только просто такие вонюшки невоспитанные и так далее. То есть у них главная задача сделать так общественное мнение у буритошек, чтобы мы нигде не писали, что мы подвергаемся системному геноциду, системному этноциду, системной дискриминации. Понимаете? И вот мы поэтому фонд хотим сделать для того, чтобы как раз противодействовать в правозащитном поле вот этим русским нарративам, ну, которые вот сознательно и в течение очень долгого времени выстраивают вонюшки. Вот, например, такая организация «Сибирь без пыток». Они же ведь, ну, вроде как хорошо с пытками борются и все прочее. Но у них идеологическая русскомирная позиция. Что это, мол, вот не система такая, а менты такие. Там усиновцы эти там и все прочее. А то, что там, ну, по словам того же этого усиновца, например, почему сажать-то начали в бутылку? На бутылку, кстати. Вот эта вся гомосятская тема-то вот эта вся поднялась. А потому что, со слов нашего известного, значит, это за пару лет до этого целый московский профессор гонял по Дальнему Востоку, по Сибири и так далее, и им рассказывал этим усиновцам, почему они там, ну, в задницу долбятся, почему, значит, тот, кто долбит в задницу, он не считается педерастом, а тот, который задницу подставляет, считается, короче. Ну, то есть, целый профессор, в том числе, значит, всяких наук, там, доктор наук и так далее, ездил по всей вот этой. Потом там и случилось как раз, вот эти все эксцессы и начались, короче, потому что те уже обучены, так скажем, после определенных мастер-классов, там уже решили, что да, действительно, вот на бутылке надо сажать, короче, там, и признание любое можно получить, и все прочее, короче, и статус одновременно заключенного понизить. И таким образом добиться каких-либо там этих, ну, в своей работе там, чтобы осложнений, так скажем, не было. И это же случился потом подарок для, собственно, этих всех правозащитничков, которые на этой теме всякие Осечкина там и все прочее, вот они на этой теме все вылезли, короче. То есть новый такой класс при Путине создался, тех, которые вот борются и не говорят, что это системная проблема, да, что это вот, ну, русский мир, вот он ничего кроме как сажать на бутылку больше не придумал никаких программ. Сейчас
Так, привет, Баку, всем забыли про белый лебедь. Так, так, так. Вот там какой-то этот из Германии, говорит, алжирцы, а что бы им не сидеть? Вы же, вонюшки, сидите, короче, там по 30 лет. Вы в 90-е годы там остались после вывода группировки советских войск. Там же миллионы вот этого барахла осталось, быдла этого, вонюшек этих. И почему-то вонюшки думают, что они чем-то лучше, короче, алжирцев, там еще кого-то. Да вы по-английски-то двух слов даже связать не можете. Я вот здесь сколько встречаю мигрантов, все прекрасно говорят на английском языке, между прочим. И африканцы, и представители там, значит, восточно-южноазиатских, все прекрасно, блестяще говорят на английском языке. Это только у вонюшек проблема там с изучением польского языка. Они какую-то даже выстраивают у себя там психологию какую-то, какую-то картину. Да вот что они приехали, да сейчас они этого Путина сбросят. Да они там, значит, это, да зачем мне там это учить польский язык. Я говорю, да ты двух даже слов связать не можешь. Вот что случится с тобой? Не би, не ми. И самое главное, если бы еще они хорошо по-английски говорили. Ну, молодежь, может быть, говорит, а вот людишки такого немножко за 30, за 40, короче, особенно если они с регионов, по-английски вообще не би, не ми. В основном вонюшки именно из Москвы или из Питера, из крупных городов, они так более-менее неплохо говорят. Ну, им вообще стремиться-то не к чему, короче. У них тут еще с 90-х, с 2000-х годов тут и жилищко прикуплено там и так далее. Они, в общем-то, не сильно это активничают. А вот те, которые сюда приехали Путина свергать, короче, да, вот у них вообще ну, глобальные проблемы. Хотя польский язык я бы при знании русского языка и при умелом сидении над книжками и при том обилии бесплатных курсов языковых, ну, я не знаю, тут вообще, по-моему, не проблема выучить. Но вот у вонюшек постоянно какая-то, значит, такая вот глобальная какая-то вот идеология. У каждого вонюшки она немножко отличается в голове, да? Но вот, например, в Германии, что вы говорите? Да нет, да мы не сидим на бюро. Да вы сидели тогда, когда надо было работать, вот эти 90-е, 2000-е годы, и когда там сирийский кризис случился, там же этих начали снимать, всех, которые там по 30 лет сидели, балду пинали, короче, даже немецкого языка не выучивали. И сейчас, ну, скидывают, короче, и, конечно, естественно, приходится, скрипя сердце, там, начинать где-нибудь там охранниками работать, еще кем-то, короче, что вы говорите-то? Не рассказывайте. И, естественно, все это было покрыто мраком, там, конечно, каждый из них там работал, на их налоги там кого-то содержит. Чего вы кого рассказываете? Не надо там ничего выдумывать. Знаем мы, как вот большая часть Москвы той же. Как будто бы работают. А я говорю, ну, вы просто посмотрите, в любой офис устройтесь там в Москве, короче, да, и вы поймете, что там работа, она вся связана с тем, что большая часть налогов, она платится в Москве, короче, да, то есть все из регионов вывозится, и там, конечно, ну, на фоне вот этого огромного хабара, вот этих бабок, которые там крутятся, конечно, там любой дурачок может иметь бизнес на 15-20 миллионов, короче, причем не обязательно там даже наемных работников иметь, там каждый чувак может, в принципе, любой более-менее талантливый, в Москве, не, конечно, не с такими лицами, как у нас. Ну, вот, кто может прорваться, тот там в Америке, ну, в Москве запросто может миллионный бизнес в течение нескольких лет построить. И мы этому должны положить конец, потому что ресурсы, вот эти вот ресурсы, которые, в общем-то, формируют сейчас стабильность в Рашке, они в наших регионах. Да, там может быть производство маленькое, там, ну и золота может быть не так много, угля не так много, но зато все это наше будет, то есть мы все это будем тратить на себя, на конкретно. А меня все время спрашивают, а что как ваши там эти будут, русские-то лучше будут жить? Я говорю, русские будут жить так, как они и всегда жили. И вот это вот, кстати, россиян очень сильно бесит, вонюшек, короче. Как это? А я говорю, а с какого перепуга мы должны стараться, чтобы кто-то жил лучше, чем мы сами? Ну, это же глупо. Ну, тогда не поддержат, типа, тогда типа, русские будут за Москву там воевать. Я говорю, ой,
Ну, при таких позициях, короче, да, ну, то есть, зная прекрасно, как вонюшки, значит, живут, я охотно представляю, как они будут в Москву при таких условиях съезжать. Я пишу Трампу конкретно. Говорю, ребята, $1 миллиард и будут американские базы в США. Все, мы направим эти деньги очень прекрасным образом. В мире сейчас полно желающих совершать революции, короче. Человек 500-600 мы подготовим, перекинем их через Монголию к нам, или, может быть, каким-нибудь другим путем, через Казахстан, там, через другие, или через Северный Ледовитый океан, там, на подводках завезем. То есть, короче, надо уже вопрос ребром ставить, короче. То есть, должно быть вооруженное восстание мощное, его нужно, конечно, подготовить. Просто так с голой попкой там бегать где-то там, какие-то там воззвания комитета независимости и так далее, короче. Без денег это все дело не работает, короче. И в этом отношении, конечно, естественно, я более чем уверен, что американцы начали эту тему рассматривать. И, в общем-то, я думаю, что и до украинцев немножко начинает доходить о том, что, говорю, ну, дронами бомбить-то можно и с других частей, так скажем, оккупированных, порабощенных, значит. Поэтому надо. Ой, я тут, может быть, немножко много сказал, но ситуация такая, что скоро будет и в Улан-Удэ дрон прилетит, это 100%. А может не дрон, может быть ракета. Сейчас я вот же все время, помните, 2 года уже как тринжу о том, что у украинцев весь потенциал есть. Ну, большая часть вот этих баллистических ракет, которыми там, значит, пунеходы пугают Соединенные Штаты, они же в Украине были собраны, короче. То есть там потенциал, в том числе инженерный, остался. Там еще эти людишки есть, которые даже были вузы, которые подготавливали этих инженеров, короче. И вот недавно, оказывается, украинцы разработали новую баллистическую ракету. Чем-то она напоминает, говорят, британскую баллистическую ракету, и до 3500 километров может лететь. Конечно, до Бурятии не долетит, но это смотря откуда пустить. Может быть, какое-нибудь судно, выйдя из Одессы, направлении Сахалина, например, куда-нибудь в Японию, где-нибудь станет там в международных водах, расчехлится, и какая-нибудь ракета до Приморки долетит. Так что думаю, что есть такой вариант. Ну и поэтому, конечно, естественно, что вот сейчас все вот эти, значит, организации, они сейчас хуйлушу начинают спасать, короче. То есть, потому что, ну, они уже видят, что по показаниям-то уже экономика-то все на боку лежит, короче. Уже даже, я не знаю, там перебои с электроэнергией начались, что там еще какие. Напишите, что там у вас. Помимо того, что интернет где-то там пропадает, не дозвониться людям стало. Значит, контента мало получают. Что там, давайте рассказывайте. Так. Вот про этого бедного Муриханова читаю. Но проблема Муриханова в том, что он социальные сети не ведет. Вот я вбегаю Муриханов, тыкаю, короче. Ну там только вот сейчас вот эта информация появилась. Есть какой-то Юрий Муриханов, короче, Иркутский областной музыкальный центр, короче. А, это артист. Ну, они вроде не похожи даже. Вот глаза... У этого-то Муриханова рожа-то нукутская, короче. Наверное, нукутский. И жена у него, наверное, она может быть из ссыльных, из этих, из латышей, литовцев, короче. Ну, она что-то такого балтийского типа, кстати. Я так гляжу, что-то не похоже на эту, на рязанскую. Виктор Муриханов с женой и сыном. Да, у нее такой тип белорусский какой-то, вот такой балтский, короче. Там есть такое, я вот одной, помню, в 15 или 14 году с буряткой встречался. У нее муж литовец, короче. И она говорит, что их там заставляли всякое это собирать. Жена у нее медсестра, ну, по идее, должна неплохо зарабатывать бабки.
В Америке это медсестры, это же вообще, ну так, неплохие. Неплохие у них там заработки, короче. Но он неправильно, не в том месте, он с Сан-Исидро переходил. И сразу в этот попал, короче. Сан-Исидро. А, не, ну он в нормальном месте перешел. Не, почему? Приходим, купил машину, на машине заехали в Сан-Исидро. Ага. Не, ну нормально, нормально. Ну, с другой стороны, как он, видите, как Бурито семью спас, короче, то есть, все это верно. Но надо готовиться все-таки, готовиться самостоятельно в том числе. Так, что там еще, что нового у нас? Что там пишут? О, господи, сейчас мы это удалим. Всякие тут комментарии дурацкие оставляют. Так, Владимир Мун. Нет, я не кореец. Я не хангук. Хотя у меня есть там сочиненная, значит, сочиненная искусственным интеллектом песня обо мне, короче. Так, 5 августа, второе заседание суда, на котором судья им отказал в представлении политического убежища. То есть это целой семье Мурихановых он оказал, что ли? Ну, короче, там какой-нибудь этот, короче, видимо, все-таки стряпщик, короче, с них бабки выдрал, толком не работал над кейсом, короче. И вот здесь стряпчий пишет, говорит, что за 2 года я бы с таким кейсом, типа, выиграл, короче. А что ты, а ты не знаешь, что администрация, ты американский адвокат, ты не знаешь, что администрация изменилась, что ли, короче. Ну, вот видите, то есть, если это адвокатишка, предоставленная, в том числе фондом, да, ну, это ни о чем, короче, то есть... не понимая о том, что администрация сменилась, не понимая о том, какого рода доказательства нужно предоставлять, короче. Ну, вот поймите, да, то есть вот это недостаток того, что в 90-е годы в бурятской среде вот эти вот всякие московские так называемые либералы, да, ну, просто воровали деньги на развитие демократии, отбирали вот этих всяких дураков, которые ну, вот как всю свою молодость просрали там на форумные срачи, вот в этой бурятии.орг, там столько умных буритосов было, ну вот прям вагон и маленькая тележка, короче. Такие они умные были, так они с друг дружкой срались, короче. Ну, правда, я помню, что когда они сталкивались, ну, с такой, с конкретной критикой, да, там не просто там, я же не писал, ты там дурачок там или еще что-то, а просто, ну, вот, находил на определенные уязвимые места в их идеологии, там, ну, периодически там вставлял свое слово. Я помню, банили меня. Почему? Потому что, ну, эта картина мира их, вот такая никчемная, короче, она вмиг разрушалась. Им, конечно, охота было вот это вот единство какое-то сохранить, там, что вот они там великие демократы, там, пятое, десятое, короче. А при этом не создали никаких реальных организаций, которые бы в течение даже вот этих, ну, 10 лет могли бы такой пласт документов там изрыгнуть. Да даже где-то, может быть, и навыдумывать, короче. Но все равно бы это было переведено каким-то образом. Какой-нибудь там американский судья бы на них наткнулся. Вы же понимаете, там же в США прецедентное право, короче. И вот интересно было бы посмотреть, с каким кейсом вот этот Муриханов вышел. Причем я так понял, что отказали не только ему, а целому семейству, короче. Ну что, ну ладно, ну сядет, мамка сядет, ребенка отнимут, короче. 3 года, ему сейчас 15 лет, 3 года проведет в доме не ребенка, а как они там называются-то? Ну, вот это для этих. Мамка будет, ну, 5 лет дадут мамке, короче. Этому, может быть, в зависимости от того, что он там в кейсе наговорил, короче, ну, может быть, 7 дадут, короче. Да, там, ну, отсидят они там, короче, да. И мамка и этот, как его, ну, что, не убьют их. Имущество, может быть, даже не отнимут, короче.
Ну, такая будет у них семейная история, предание, что вот там 2 или 3 года нормально, как люди, как человеки в США пожили, короче, да. Ну, опять же, с другой стороны, я же вот вам всем говорю, без политической активности, без того, чтобы вы вовлеклись в действие или создали, там, я же не обязательно всех дураков, значит, вот этих, ну, всяких левацких там и так далее. Вы же можете и левацкую партию какую-то создать, там, я не знаю, социалистический выбор Бурятии, там, или юные бурятские марксисты за независимость Бурятии, что-нибудь такое, да? Ну, то есть какие-нибудь кружки можете, в конце концов, создать, понимаете? Надо вот эту активность, движуху-то эту делать, короче. Че сидите-то, что там молчите, что там под корягой спрятались? Ну, я понимаю, мозгов нету, традиции нет. Родители глупые такие же были, как это. Ну, вам Америка-то для чего дана? И в этом отношении, конечно, нужно вот эту движуху заводить. И мне вот это вот все равно как-то странно о том, что если умные такие, то почему вы об этом не говорите вслух и публично? И в итоге вот мы видим на этом небосклоне вот эту дурочку молодая, дурочку эту Вьюшкову. Ну, она не дурочка, но все равно, поскольку аутизм, они там многих вещей не понимают, тоже дурочка. К классу дурочек относится. Дурочки хитрые, короче, это вот эта квадратномордая, вот это вот как ее, мерзкая карлица, короче. Кто там еще из этих? Ну, которые еще дополнительно приработок имеют, там кейсы они там писали, там, значит, эти еврейское происхождение выдумывали, короче. Ну, много каких дел делали там на этом, на либеральном фонде. Но они, почему дурачье? Они могли тогда сотни тысяч долларов брать на свою деятельность. Типа мы там развиваем там правозащиту в Бурятии, там, пятое, десятое, там, короче, там, за язык, за там округа, там, да, там какие-нибудь отчеты там строчили бы, короче, там, в Госдеп, там, на хорошем бы счету были, да. А по факту, ну, там 200-300 от каких-то там этих долларов в месяц имели от каких-нибудь там этих педофилов, короче, от этих вот христианских всяких фондов там непонятных. Ну, и им хватало, короче, ну, на такую жизнь там выпить, закусить, там, тусануться, короче. Ну, может, какой-нибудь маленький грантик взять на это, на волонтерскую деятельность где-нибудь в Европе, короче, всяких там нищенок отправлять в эти, как в Германию, там, где во Францию, где там, ну, ежегодно летом там всякие волонтерские там эти непонятные движухи. Ну, по линии вот этих соросовских фондов, там еще что-то было. Ну, было такое. Там вот с этих нищих регионов там выгребали, чтобы вот ну, нищенка какая-нибудь из Бурятии съездила вот в Германию, посмотрела, как она хреново живет, впала в депрессию жуткую, короче. Ну да, ну было такое, сам сталкивался с такими, значит, вот представителями. Ну и никаких изменений не происходит, вы поймите, потому что для того, чтобы понять, в какой глубокой заднице Рашка находится, да, ну наши регионы конкретно, Бурятия оккупированная, да, надо что-то иметь, короче, чтобы понять, в какой заднице. А если ты вечно нищий, с вечно нищими родителями, вечно нищими бабушками, дедушками, такие, вот, у них только это, ну, в сторону социализма что-нибудь свернется, ограбить там, все раздать, все поделить, короче. Почему вот среди буритосов коммуняк-то полно, короче? Да потому что нету вот этого производственного класса. Эти же предки коммуняк, их же всех истребили, короче. И поэтому вот эти всякие сейчас бегают, ну, кто поумнее, они там великими марксистами становятся, ну, всякую вот эту чушь читают, короче, всю эту пропаганду, короче, левацкую. Но, с другой стороны, это понятно, то есть, вот я здесь тоже этих леваков встречал, короче, их позиция понятная, они борются против того капитала, который здесь, ну, тысячелетиями фактически, он как был в руках феодалов или там, ну, более-менее талантливых, значит, буржуа, он так и остался. А в Рашке-то класса буржуа нету, не было никогда, понимаете? И здесь-то они, ну, понимают, за что они борются, там, это действительно вот эти марксистская идеология, там, значит, или вот какая-то такая социалистическая, социал-демократическая, она здесь имеет место, да, то есть вот их позиция, да, вот мы не должны на оружие тратить, потому что оружие, ну, кто будет погибать? Это наш электорат будет погибать,
Оружие нельзя производить, это ведет неизбежно к милитаризации, к избыточным там тратам государственного бюджета. Давайте лучше на эти деньги там новые школы, фабрики или тот же Бюргергельд сделаем, да? И это очевидно здесь, потому что здесь действительно политическое пространство, политическая ткань, это она существует. А какая мрачки политическая ткань, позвольте, ничего там нету. И в этом отношении, когда там всякие там социалисты, это все неизбежно приводит к сталинизму, короче, в конечном итоге вы же там помните, как эти вот коммуняки-то все вроде как правильные вещи говорят, а по итогу там эти бюсты это Сталин устроит, устанавливает, короче, ну, на старости лет совсем, ну, скурвились, да, там какие-то вот, ну, совершенно дикая, то есть, от чего? От того, что малообразованные, примитивные, семьи такие же малообразованные, примитивные, короче, поэтому ничего удивительного нету в этом. Так. Ух ты. Что это? Так, ну ладно, дорогие друзья, что уже там это... В пятницу буду, наверное, более обстоятельно говорить по поводу нашей партии, короче, процедуру вступления в нашу партию. Нам нужна социальная, конечно, активность, короче. Будем митинги организовывать в Соединенных Штатах Америки как раз в поддержку наших политических заключенных, настоящих бурят, которые нуждаются в нашей поддержке. Так что ладно, давайте встретимся в пятницу. Будет радио, будут гости. Всем пока и до новых встреч. Говорите каждый день Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе. Всем пока и всем